С рабочим визитом в Якутск приехал уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам детей Павел Алексеевич Астахов. В рамках мероприятия он посетил городской специализированный дом ребенка на 202-м микрорайоне. Павел Астахов посещал дом ребенка еще в 2012 году. За это время, по словам руководства, изменилось оснащение и материальная база организации. Правда, Павел Алексеевич больше интересовался самими детишками, ведь основной его задачей была проверка соблюдения прав и законных интересов детей. Омбудсмен побывал в каждой из 7 групп и пообщался с каждым малышом. Дети тянулись к нему на руки, обнимались и даже рассказали стишок. Я кораблик, лягушки, там, молодец, прокати, капитан, умничка. Большинство подопечных в доме ребенка – дети-сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Многие из них инвалиды с рождения. Одной из таких девочек является Алочка, у которой нет тонкого кишечника, она постоянно находится на специальном питании. Она не может сидеть, сильно отстает в физическом развитии, и родители от нее отказались из-за ее болезни. Но, по словам врачей детского дома, интеллектуально она развита и от сверстников своих не отстает. Все понимает, знает своих воспитателей и медсестер. страшно сломать. Постоянно на заместительной терапии, потому что вот кишечника нету, ферментов нет, и криво. Да, и специальное питание. Да, выделяется специальное питание, получаем и обогащенное белковое питание. То есть и крион надо. Да, и крион она вот ферменты получает постоянно. У нас на сегодня находится 82 ребенка. Из них 42 ребенка – это дети-инвалиды. Дети к нам поступают в основном по направлению отдела опеки, привозит полиция, по направлению КДН, из больниц поступают. В прошлом году у нас очень много детей возвратилось в свою семью. Вот за год прошло 142 ребенка, да, из них 97 детей возвратилось в свою родную семью. В том числе 9 детей-инвалидов, из них 2 с синдромом Дауна. 2 детей мы прооперировали в центральных городах, в Москве и Санкт-Петербурге. И вот после операции родители забрали их в свою семью. Эти дети, мы с ними часто переписываемся, сейчас и по телефону, и через WhatsApp. Они находятся в нормальном состоянии, они уже адаптировались, вспомнили своих родителей, уже от нас они уходили русскоязычные, сейчас уже разговаривают по-якутски. Усыновление меньше становится, вот тенденция к уменьшению, больше под опеку забирают. А Павел Алексеевич, он как-то оценил? Ну да, он у нас уже был же, он говорит, что изменилось у вас. Ну, у нас тут в основном что изменилось? Матбаза-то осталась прежняя, но у нас появилось новое оборудование, улучшилось оснащение. И самое главное, вот то, что скоро осуществится наша мечта, это нам строится уже, да, вот на этапе строительства, вот уже коробка построена, это новый дом ребенка. Он будет готов в октябре этого года. Так что мы... А где он будет находиться? Он находится в 150-м квартале, в загородной такой парковой зоне. Полностью типовое здание, будет полностью оснащено, оборудовано. На 150 мест. Надежда Ефимова, Иван Тайтонов, ЕСИА. Ну, помаши им ручкой. Ручкой помаши. Поцелуйчик. Пошли. Можешь? Давай. Катя так улыбается. Это Катюшка.